Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан программа «Точка опоры». Приветствуем всех наших телезрителей. Хайырлы кич. Итак, 26 апреля мы отметили День родного языка. Конечно, он связан с днем рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Почитание традиций, стремление к новым достижениям в духе времени. Так Рустам Минниханов в своем обращении определил значение творчества поэта. О традициях и духовности в этот день и в эти дни говорят очень много. Много и споров после одного из событий традиционных в этот день. Попробуем сегодня поговорить о стремлении к новым достижениям в родном языке, о культуре, искусстве, творчестве. Тема нашей программы «День родного языка. Новые смыслы». Попробуем их поискать с нашими экспертами, которых я с удовольствием представляю, кого так давно не видели. Искандер Аязович Гилязов, директор Института татарской энциклопедии регионоведения Академии наук Республики Татарстан, профессор, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Республики Татарстан. Хайырлы кич. С нами сегодня Марсель Ильдарович Ибрагимов, заведующий отделом текстологии Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, кандидат филологических наук. Рада вас видеть. Добрый вечер, хайырлы кич. С нами сегодня, и мы ее обязательно поздравим буквально через несколько минут. А пока представляю Наиля Халитовна Кумысникова, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая 2023 года, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России и Татарстана, народный художник Республики Татарстан, заслуженный деятель искусства Республики Татарстан. Хайырлы кич. Хайырлы кич. Впервые в нашей студии очень интересная девушка, которая, наверное, создала один из лучших фестивалей в этом году, по крайней мере, точно. Мин Татарщас Иляшем, Динара Рамилевна Зиннатова, а также вы редактор проектов, я не знаю, как правильно говорить, потому что я на него подписана, пока на телеграм-канале. Що гуглит татарказа или чо гуглит татарказа? Можно и так, и так. И так, и так. Що гуглит татарказа и Кара Динара Рамилевна Зиннатова. Рада вас видеть. Хайырлы кич. Давно не видели нашу прекрасную Дину Фасыховну Гатину Шафикову, научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории имени Маджани, Академии наук Республики Татарстан. Приветствуем вас. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Прямо сейчас нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте, прямую трансляцию. Эксперты могут выражать свою точку зрения кнопками на пультах. Красный категорически не согласен, синий согласен, белый отношусь нейтрально. В начале этой недели мы провели опрос среди нашей аудитории в соцсетях, решили узнать вообще, что люди знают о 26 февраля. Да, апреля, да. Почему февраля? Надо же, какая оговорка. Знаете ли вы, что 26 апреля в Татарстане отмечают День родного языка? Да, этот день рождения Тукая, так ответили 89% проголосовавших. То есть фактически 100% покрытие, да? 11% заявили, что нет, не знаю, и 0% спросили, о каком родном языке идет речь. Такой же вопрос адресуем телезрителям, но я бы хотела обратиться к экспертам. Мне кажется, это показатель того, что и день этот востребован, если такое количество людей знают о том, что это праздник и праздник государственного масштаба. Искандер Аязович, как бы вы, 89%, это очень много, наверное. Это очень высокая цифра, и я, честно говоря, не знал такой цифры. И вот от вас первый раз услышал, и мне она очень интересна, и я считаю, что это очень хороший показатель результативности нашей работы в этой сфере и в пропаганде родного языка в том числе. И в том числе это и показатель того, что народ знает Тукая и уважает Тукая, именно его день рождения ассоциируется с днем родного языка. И это прекрасно. Дина Фасыховна. Цифры вообще замечательные на самом деле. Но и я понимаю, почему такие цифры. Почему? У нас за неделю готовились к празднику. Я говорю про школу, я говорю про детский садик, и нам воспитатели, и учителя об этом говорили. Не люблю слово пропаганда, но тут оно в данный момент сработало действительно на все 100%. Это замечательно. Причем как никогда этот год. То есть, да, безусловно. Все были очень активны. Годы такие опросы проводились или не проводились? Точка опоры в прошлом году, по-моему, на эту тему, может быть, и не даже делали. интересно было бы сравнить, было бы кстати сравнить, говоря. в принципе. Но действительно, в этом году было особое ощущение праздника. И, я не знаю, даже я вот возвращалась домой, Тугантель я слышала везде. То есть и напевали, потому что он звучал, было несколько новых композиций, с новой обработкой появилась в эти дни. Наиля Халитовна, для вас День родного языка и вот такие результаты опроса о чем говорят? Это замечательно. Я очень рада, что в этом году такое признание этого дня, и что все к нему готовились и хотели, чтобы он красиво прошел. И мне кажется, это здорово. Спасибо. А вот для ИАЛИ, наверное, это вообще профессиональный праздник, да, День родного языка? Да, я хотел бы сказать, что, насколько я знаю, есть День родных языков, который отмечается во всероссийском масштабе. Он чуть раньше состоялся. У вас несколько праздников. Да. А День родного языка все-таки ассоциируется именно с татарским языком. И я вот думаю, что если сопоставлять День родных языков и День родного языка,
то вот популярность Дня родного языка гораздо выше. Статус Да, Дня родного языка в этого Татарстане. праздника гораздо выше. Но я хотел бы сказать, что, возможно, столь высокий процент, он связан еще и с какими-то проблемами, которые существуют и в области изучения родного языка, преподавания родного языка. И то внимание, которое сейчас есть, оно имеет вот такой еще проблемный характер. Я надеюсь, вот мы сегодня с вами как раз о некоторых этих проблемах тоже поговорим. будем говорить. И не только о праздновании и Да. традициях, которые присутствуют в этот день. Динара, если можно, Динара, да, вы в каком возрасте узнали вообще, что есть День родного языка и что он связан с днем рождения Габдуллы Тукая? Как только переехала в Казань, я училась в Казанском федеральном университете, и буквально с первого курса я уже знала о том, что 26 апреля проводится акция «Татарша Селешем» в день рождения Тукая. В этом году она проводилась уже 18-й раз подряд. Поэтому я считаю, что да, столь высокая цифра, возможно, скорее всего, это также и заслуга Всемирного форума татарской молодежи и вот этого мероприятия в частности. Подробнее проговорим, но о том, что такой высокий интерес к Дню родного языка, это говорит о той ответственности, чтобы этот интерес к этому празднику, значение этого праздника также сохранить. Вот как это сделать, мы обсудим чуть позже. А сейчас с такой главной традицией этого дня, это подведение итогов творческого года, вручение государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. В этом году список лауреатов пополнился 3 фамилиями. Архитектор Фирдавис Ханов за вклад в развитие отечественной и татарской национальной культуры в области архитектуры и градостроительства. Это мы говорим сейчас о национальной архитектуре Нижнекамска, соборная мечеть, парки города. Художник Неля Кумысников за серию декоративных панно, посвященных национальной тематике, выполненных в технике кожаной мозаики. И поэт Шавкат Сибгатуллин, Шавкат Гадельша из Сибири за сборники стихов. Неля Халитовна сегодня наш гость. Конечно, искренние поздравления, но для начала невероятно символичный факт. Неля Халитовна об этом еще не знает, я не знаю, как она отреагирует. Пусть это получится такой сюрприз от ТНВ. Я предлагаю сейчас посмотреть маленький видеофрагмент. За серию панно в национальной тематике, выполненных в технике кожаной мозаики, премии удостоена Неля Кумысникова. Художник признается, сегодня волнуется как никогда. 65 лет назад одна из первых эту награду получала ее мама, актриса театра Камала Асия Хайруллина. Сама Неля Кумысникова – ровесница Тукаевской премии. Ей в этом месяце исполнилось 65. Вот так. Одна из первых обладателей Тукаевской премии – мама Нели Халитовны. Из фондов ТВ, в архивах ТНВ остались вот небольшие кадры получения ею государственной премии имени Тукая. Мы потом обязательно вам предоставим для вашего личного архива, Неля Халитовна. Спасибо большое. Как вы вот прожили вот этот день, получая эту премию? Вспоминали маму, вспоминали свои работы? Конечно. Что было? Расскажите об эмоциях того дня. Ну, для меня это было очень большое волнение, потому что Тукаевская премия – это премия, в семье у нас всегда это была мама. Это ее премия, и все мы очень гордились тем, что она первый лауреат премии Тукая. И то, что я получила эту премию, конечно, это для меня очень важно, потому что я, поддержала ее статус, ее, повторила ее вот этот вот такой статус. Для меня это очень, очень важно было. Поэтому я очень волновалась вчера, и я не скрою, у меня на глазах были слезы, когда я сидела в зале, и я все время вспоминала ее. Спасибо, Неля Халитовна. Но все-таки сейчас как о вас, да, обладателя государственной премии Тукая. Вот сейчас звание лауреата каким-то образом изменит вашу работу? Или вам эта премия нужна была, условно, для продвижения всех своих работ еще лет 15-20 назад? Конечно, премия, она дает определенный статус. То есть я смогу уже, наверное, как-то помочь мастерам, которые занимаются кожаной мозаикой. Есть у меня эта цель. Немножечко продвинуть и обратить внимание на этот промысел, потому что промысел у нас, он вроде бы и есть, а вроде бы его и нет. То есть такая немножко двоякая ситуация. С одной стороны, я знаю, что обучают
этому шву и в художественном училище, и в 40-м училище. То есть много молодежи вышивает. Но, с другой стороны, ведь их не становится больше, этих мастеров. Единичные пока только девушки работают в этой технике. Хотелось бы, чтобы более широко все это существовало у нас, чтобы промысел действительно был промыслом. То есть это промысел предполагает занятость определенного количества людей, и чтобы о нем знали в других странах и даже у нас в России, потому что для всех это неизвестный промысел. Вот. И очень часто в интернете, когда публикуют наши сапожки, пишут либо Казахстан, либо Киргизстан, либо Туркестан, что угодно, только не татар. Вот чтобы мы гордились и чтобы мы действительно как свой бренд этот преподносили всем вот этот вот наш промысел. Вот этого очень хочется. Я надеюсь, что эта премия даст мне сил и возможности продвигать этот промысел, ну и как-то о нем говорить более широко. Хорошо. А вы были знакомы со списком кандидатов на Токаевскую премию? За кого бы вы вот лично отдали свой голос? Ну, мне очень нравится Фарид Губаев как фотограф. Мне кажется, он такой человек, преданный этому делу. Я с ним знакома более 20 лет. Вот, я еще первые свои сапожки, он мои фотографировал в Кремле, когда я их только сделала. Вот, он замечательный. И я бы, наверное, свой голос отдала ему и театру кукол. Эдемнер. Да, потому что там главный художник мой выпускник Сережа Рябинин. И вчера мы с ним говорили, он говорит, ну, жалко, что мы не получили, потому что это была бы помощь нашему театру. Вот, он очень как-то так переживал. Ну, переживают очень многие, споров тоже очень много. После рекламы мы как раз обсудим, в принципе, не то что статус этой Токаевской премии, а, возможно, какие новые смыслы в нее нужно вложить. Итак, мы продолжаем. Завершим, наверное, обсуждение Токаевской премии. Вот сейчас поговорим со всеми. Искандер, все-таки к вам тоже, наверное, вопрос. Действительно, много споров. Так. Мы понимаем, что вы тоже можете быть субъективны, да, и отдать свой голос. Я абсолютно субъективен. Абсолютно субъективен. Понятно, что это фильм «Сэм Миссис». Ну, естественно. Конечно, да, где брат Мансур Аязович, Эльдар Гафаров. Там тоже, ну, действительно, очень достаточно откровенные были интервью в ряде СМИ от них с тем, что это была тоже должна была быть поддержка кинематографа. Они ждали вот этой премии. В принципе, в этом году возраст номинантов Токаевской премии средний за 70 лет. При этом были и Ильгиз Заниев, да, режиссер, 35 лет, и 91-летняя поэтесса Флёра Гизатуллина. Споры и абсолютно такие полярные мнения. И вроде бы 91-летняя Флёра Гизатуллина, с 80-го года ее выдвигают 8-й раз, по-моему, она номинировалась на премию имени Токая. И вроде бы казалось, надо уже действительно, да, человек заслужил. При этом вроде бы нужно было поддержать и 35-летнего, и пошли. И вот начались разговоры о том, в том числе и в комментариях в ряде СМИ, о том, что, возможно, все-таки премия имени Токая должна быть для молодых, чтобы дать им возможность сегодня на каком-то таком пике творческом идти еще дальше? Или все-таки премия для того, чтобы подвести некие итоги жизни, творчества одного из номинантов? Вот, критерий абсолютно, это абсолютно неправильный критерий. Если мы судим о премии по возрасту и номинантов. Ну, что это такое? А почему должны судить, Искандер Ильич? Исключительно одна работа? Почему так? Мы должны судить о вкладе. Мы должны говорить о том, что эта премия вручается за конкретные достижения, за вклад в развитие национальной культуры, прежде всего, а не за возраст. А чем премия не должна быть итогом, и премия не должна быть ступеней или там толчком, импульсом. В чем измеряется вклад? Вот Вклад, ну, боже мой. Какая единица признание, литературной общественности. Ну, в разных сферах же она дается, правильно? Это прежде всего культура, это литература, это кино, это театр, это изобразительное искусство и так далее, и так далее. То есть человек должен иметь имя, то есть люди должны его знать. Вот если знает его общество, если он получил уже общественное признание, он достоин премии, а не 35-летний или 90-летний, понимаете? Она не должна быть итогом, она не должна вручаться за возраст.
Об этом я уже недавно мне брали интервью на телевидении. Я считаю, что премия – это прежде всего признание вклада в развитие национальной культуры. Мы можем найти для молодежи какие-то другие формы поощрения. Это можно придумать и гранты какие-то или какие-то новые премии. У нас есть премия Мусы Джалили, в конце концов, да, другие премии какие-то есть, да. Но премия Тукая – это самая главная награда в сфере национальной культуры. И поэтому премия Тукая присуждается именно за вклад. Кому бы вы отдали еще свой голос в этом году? Давайте я оставлю это при себе. Так, хорошо, Искандер Аязович. Уважаемый. Понимаете, дело в том, что я не член комиссии, я не эксперт. Я если бы это было народное голосование, мне если бы было народное голосование, я бы да. нажал бы на кнопочку. А сейчас давайте... Хорошо, Искандер Аязович. Дина Фасыховна, вы за кого? Слава, конечно, такие провокационные вопросы задаете, но, как я уже отвечала до этого, за Наилю Халитовну. Во-первых, я ее знаю. Я знаю ее работу, я работала с этим человеком, понимая, о чем идет речь. Как вы правильно сказали, мы должны знать тех людей, которые выдвигают. И не зря вы делали выпуски, рассказывающие... Делали ТНВ специально о номинантах, чтобы татарстанцы знали, безусловно. И знали и молодежь, и старшее поколение. Да, то есть, например, для молодежи 91-летняя поэтесса ни о чем не говорит. Если вы делаете, рассказываете об этом, конечно, они станут понятны и знакомы для всего населения. Но раз я знаю человека, который был выдвинут на премию и, безусловно, счастлива за нее, то я, конечно, голосовала и голосовала бы за вас. Какие критерии премии? Согласны ли с этими спорами, которые сегодня идут уже в ряде средств массовой информации? Вот здесь вклад, да, Искандер Аязович говорит. Ну, здесь действительно с этим не поспоришь. Нет, вообще нельзя, по-моему, говорить о том, что возраст, играет ли возраст какую-то роль в присуждении премии. Ну, нельзя, это не критерий вообще. Дин, по каким критериям? Ну, знаете, в данный момент вы наставите такой ступор, да, по каким критериям. Действительно, я не вхожу в комиссию, которая выбирает. В данный момент я выбрала по личным критериям. То есть человек я знаю его работу, поэтому не мне отвечать в данной ситуации. Ну, как вот Искандер Аязович сказал, говорить возраст молодой или пожилой, давно ли он работал в этой сфере или только начал, тоже нельзя. Действительно, за то, что он сделал. Но можем ли мы говорить о том, что, в принципе, аналог такой премии все-таки для молодых, для начинающих должен быть? Возможно, нет. Возможно, это будет не Тукаевская премия, да, то есть формат мини, другая ступень какая-то, другая категория, первая степень. Я не знаю, как его можно назвать. Вы знаете, мне понравилось то, как вы поставили вопрос, но я считаю, что это не уровень Тукаевской премии, но какую-то премию действительно для молодых, для талантливых нужно. Как раз вот как дать вот этот вот как старт. Что да, ты заслужил, да, у тебя есть какой-то талант. Мотивация, что ты делаешь, это не зря. Ведь мы понимаем, что очень многие молодые, в том числе, занимаются этим на общественных началах. 80% могу сказать. 80%. И, возможно, вот это же статус для продвижения дальше. Динар, вот как вы считаете, для молодых премия нужна? Конечно. Аналог Тукаевской? Как бы вы ее назвали и кому бы из молодых вы бы в этом году ее вручили? Название – это, конечно, сложный вопрос. Кому вручать, наверное, за какие-то охваты. Вот как раз-таки в этом году на акте Минтаршилишем была учреждена премия, ну не премия, Раис татарского языка. Раис татарского языка. Да, мы дали ее блогеру татарскому, который полностью делает контент на татарском языке. Татар-малай. Да, Татар-малаю. И я считаю, что это очень справедливо. Ну вот такую молодежь, я считаю, нужно поощрять. Поощрять, причем, но все-таки это должна быть государственная награда, да? Мы говорим, конечно, здесь конечно. Это общественное знание, раис татарского языка, и, в общем-то, хотя название потрясающее, мы как никогда поняли, как звучит красиво раис, да, то есть, хотя долго и упорно мы к этому шли. Да, Марсель Эльдарович, а вы бы кому вручили, раз, и какие критерии? Я, наверное, как Искандер Аязович, воздержусь от выражения своего конкретного мнения по поводу тому, кому бы я вручил. Хотя главный спор это по вашей линии. Да, но я хотел бы другой момент затронуть в связи с Тукаевской премией. Вот в 2016 году Институт литературы, языка и искусства имени Галимжана Ибрагимова подготовил энциклопедию Габдуллы Тукая. В приложении к этой энциклопедии указаны все лауреаты Тукаевской премии. Вот вы знаете, было бы здорово, было бы очень хорошо, если бы на телевидении, в средствах массовой информации, по интернету были бы какие-то сюжеты, передачи о лауреатах Тукаевской премии, начиная вот с Ахмета Файзи, который был первым лауреатом Тукаевской премии, и заканчивая современными. Да? Понимаете, нам очень важно, если мы говорим о статусе, нам очень важно повышать статус. Ну, мы говорим, да, эта премия обладает высоким статусом,
Но, на мой взгляд, не совсем хватает информации о Тукаеве вот, в связи с тем, что, в связи с тем, что связано с историей Тукаевской премии, с лауреатами прошлых лет. Если бы были вот такие программы, передачи в интернете, на телевидении, на радио, по-моему, статус Тукаевской премии бы от этого только выиграл, и он повышался бы. Но я, как научный исследователь, хотел бы обратить внимание еще на один момент. Вот, к сожалению, научные работники, ученые не так часто становятся лауреатами Тукаевской премии. Да. Нет, не на себя. Я не на себя намекаю. Я хочу сказать, что вот... почему бы нет? В свое время Ильдар Юзеев был лауреатом Тукаевской премии. Великолепный поэт, великолепный... скажем, простите, Нил Юзеев. Вот, великолепный исследователь, великолепный ученый. Потом коллектив, который работал над 12-томником «Халық ауыз ижаты» истории татарского народного творчества, тоже получил премию. И, по-моему, вот больше не было лауреатов, ученых, коллективов. А ведь, по сути дела, если мы говорим о популяризации творчества Тукая, о популяризации татарской культуры, что, собственно говоря, и записано в положении о премии, то вклад ученых здесь, безусловно, бесценен. И, на мой взгляд, вот, экспертное сообщество могло бы обратить внимание на этот момент. Спасибо. Хорошо, спасибо. Сейчас еще об одной традиции. Мне кажется, все-таки это не менее важно. Это народное событие, праздник поэзии. Знаете, можно, Марсель Дарчик, вам вернуть? Против? Чего? У меня очень неоднозначное мнение. Я не знаю, насколько можно сравнивать, например, Татар-Малая и научные какие-то изыскания. Это общественная премия молодежная. Я понимаю. Она не имеет, там нет ни статуса... Светлана, я прекрасно понимаю. Как такового, да. Я прекрасно понимаю. Просто вот в данной ситуации у меня в голове образуется диссонанс. Кто же у нас должен быть действительно достойным? А стоит ли сравнивать поэты и исследователей? Я, конечно, понимаю, как можно сравнивать ученых? Да. Можно я тоже вмешаюсь в вашу замечательную дискуссию? Я считаю, что у нас очень часто все упирается только в одну Тукаевскую премию. Почему у нас не разнообразить вот эти все меры поощрения и меры поддержки? Для ученых одна премия. Почему бы нет? А потом понимаете, у нас поддерживать статус 6 премий. В мире науки есть это не будет размыванием. Да. Если это область литературы и искусства мы назвали, да? То есть все остальное искусство. Ученые вообще туда... Да, коллеги, я тоже хотел бы вот сказать. Наверное, мы должны исходить из положения, которое принято, да? Вот. Там четко прописано, что это могут быть и ученые, и деятели искусства, и общественные деятели, да? Тот, кто вносит вклад. Я здесь согласен с Искандером Аязовичем. Вот критерием вклада на самом деле является признание. Если это признанный ученый, если это признанный поэт, если это признанный художник, и если за него голосует экспертное сообщество, то, наверное, мы не должны тут выделять вот отдельные премии для ученых, отдельные премии для молодых исследователей, молодых деятелей искусства. Я считаю, что и молодой деятель искусства и литературы может быть, в принципе, лауреатом. Кстати, здесь можно еще один момент отметить. Мне кажется, что вполне можно продумать, что мы можем каким-то образом учитывать и народные мнения. Здесь же только получается, что кулуарное принимается решение. Общественное признание вот по отношению к Тукаевской премии в этом году вопросы там... Сейчас технические возможности есть, правильно? Мы можем спросить общественное голосование, там, допустим, интернет-голосование открыть. Хотя, конечно, там опять-таки будут какие-то свои сложности, но тем не менее мы можем... Сегодня есть возможность регулировать, вот эту массовую накрутку голосов. Но вы знаете, тогда я понимаю... Они сняли даже кого-то после накрутки, студента первого курса, если я не ошибаюсь. Тогда у нас получается, что ученые уже в не самом лучшем положении. И тут возникает вопрос, что нужно популяризировать науку. И, значит, при голосовании размещать определенный полноценный фильм, ролик, который будет доступен для аудитории, где можно оценить, сколько от портфолио, всех работ. Хотя очень сложно будет действительно после красоты Наили Халитовны, визуально, которая побеждает своими сапожками, панно и так далее, оценить по достоинству антологию. Ну, для этого есть... 12-томник. Что такое? Как будет голосовать молодежь, в 12-томнике? Да. Но я думаю, для этого как раз и есть эксперты. Вот здесь вопрос тоже очень актуальный, на мой взгляд. Очень долго критиковали Тукаевскую премию за то, что экспертное сообщество
было специфическим достаточно, и там было больше чиновников, как бы мы сказали, нежели на самом деле экспертов. Вот, по-моему, в последние годы эта ситуация меняется, и экспертное сообщество становится более профессиональным. И вот тут, конечно, есть проблема. Понятно, что народ может голосовать, исходя из каких-то, ну, может личных, быть, субъективных, конечно, да. Ну вот симпатичный этот при лауреат, зрительской молодой. симпатии, да, в принципе, он присутствует на любых фестивалях, да, и мы можем... Да. Почему бы нет? По-моему, все-таки необходимо в первую очередь учитывать мнение экспертов, экспертного сообщества. Замечательная дискуссия, но мы прерываемся на новости Татарстана. Во второй части программы продолжим, не переключайтесь. Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ «Татарстан». Сегодня обсуждаем День родного языка и ищем новые смыслы. Была очень интересная первая часть со спором по Тукайской премии. Сейчас предлагаю перейти, будут ли споры или будут ли какие-то смыслы новые, которые можем найти в том самом замечательном поэтическом митинге, празднике поэзии, который, не знаю, многие десятилетия, наверное, всегда собирала огромное количество поклонников творчества Тукая, от мала до велика. Это было всегда событие. Это было действительно народное мероприятие. То есть, в отличие, когда вот Тукайская премия все-таки для определенных людей, экспертов и так далее, здесь народ, где был открытый микрофон. Но что было в этом году? То есть, я наблюдала, как сотрудник ТНВ всегда ведет прямую трансляцию. Мне показалось, что было скучно. Что формат уже сегодня не актуален. Мы не увидели очень много звезд, на которых приходят люди смотреть и слушать. Не хватает, возможно, сегодня какой-то театральности, на мой взгляд, не хватает где-то и музыкальности. Все. Формат и жид. Кто был на празднике поэзии? Вот Наиля Халитовна говорила. Я была в самом начале. Я, к сожалению, недолго там была. И жалко, что не была долго, потому что я знаю, что этот праздник был очень почитаем всегда. И в свое время, когда мама была преподавателем в театральном училище, она готовилась со студентами к этому празднику очень долго. Они учили стихи, они прекрасные выступления делали. И молодежь, вот, которая читала действительно стихи такие очень интересные, которые она специально подбирала, тогда было все это очень даже интересно и прекрасно. Искандер Ильич, вы были на празднике поэзии? Напрямую давайте так спрошу. скажем прямо, да, просто в силу разных обстоятельств мне в этом году не удалось, я немного посмотрел по телевизору, понимаете, в чем-то я с вами соглашусь, знаете, здесь, наверное, разные факторы свою роль играют. Во-первых, роль и место поэзии вообще в обществе. Мы тут немного и в перерыве немножко об этом поговорили. Вообще сейчас, в отличие, скажем, от 60-х, 70-х годов, поэзию как-то меньше признают, меньше знают, меньше читают, меньше увлекаются, меньше знают поэтов. Это свою роль, безусловно, играет. Затем вот эта вот все-таки форма, традиционность, вот, конечно же, праздник сделан под старым, добрым, почти практически советским лекалом. Да, мы можем, конечно, сегодня гнаться за формой, там что-то супер-пупер креативное придумать, тогда туда набежит народ, но тогда потеряется смысл. Да, поэтому нужно какое-то, наверное, разумное сочетание новых форм и традиционного доброго содержания поэтического, чтобы это было и культурная составляющая обязательно своя сохранилась, национальная составляющая, и в то же время, что это было более привлекательно. То есть, мне кажется, сейчас надо об этом думать. То есть вы сейчас признаете, что в принципе интерес к празднику падает, и если в таком формате он будет оставаться, что мы можем... Да. Вполне можем, не то, что потерять, может быть, но мы можем его проводить, и будут туда приходить те же самые люди, которые приходят туда традиционно лет 15-20, и ради того, чтобы увидеть кого-то из знакомых, понимаете, а не то, чтобы услышать новые стихи, увидеть новые имена и там, допустим, насладиться пением народных артистов и так далее. То есть, мне кажется, что здесь надо много думать сейчас. Дина, вы согласитесь? Так, у меня в данной ситуации возник вопрос, даже не вопрос, а реплика, в плане того, что как мы можем привлекать. А мне кажется, надо просто воспитывать. То есть это не один день, когда посвящается именно стихам, поэзии,
А это нужно в течение года проводить мероприятия, Безусловно, я же не чтобы говорю, была что своя нужно в последний публика, вечер делать, да. которая знает и ждет. То есть, в принципе, сегодня просто отсутствие вот... Да, конечно, конечно. И общие тренды, которые мы так наблюдаем в целом по стране, да, снижение средств к поэзии. Марсель Эльдарович, а на ваш взгляд? Ну, вы знаете, Вы по телевизору смотрели? я смотрел по телевизору, вот, и могу сказать, что обратил внимание на малое количество молодых людей, на малое количество молодежи на этом празднике. Ну, несколько молодых поэтов были, кстати. Да, просто нет, по-разному. я говорю не о поэтах, а вообще о публике. Было заметно, что мало молодежи, и присутствовали люди старшего поколения, и среднего поколения, да, вот. Действительно, я вот с Диной соглашусь в том плане, что, наверное, есть проблема воспитания, формирования, скажем так, интереса у молодежи к поэзии, к литературе. К сожалению, вот Искандер Аязович правильно говорил, тот литературоцентризм, который был в советское время, мы сейчас утратили. Да, есть какие-то объективные обстоятельства. Понятно, что сейчас интернет вытесняет у нас, значит, вот эту литературу, поэзию, да, но не только этим объясняется. Очевидно, нужны какие-то мероприятия для того, чтобы возродить интерес к поэзии. Но я хотел бы тогда поставить еще один вопрос. Не есть ли это вопрос, который мы должны адресовать самим поэтам, да, современным татарским поэтам, насколько их поэзия интересна, насколько она востребована современным молодым читателям, насколько те смыслы, если мы говорим о сегодняшней нашей программе, новые смыслы, насколько они дают нам, современным читателям, эти новые смыслы. Вот, наверное, мы немного можем и об этом поговорить сегодня. Хорошо, спасибо. При этом, что происходит на молодежных площадках? Отдельное спасибо всем организаторам, что было в этом году на фестивале «Мин Татарша Селяша». Всегда востребован, но в этом году аудитории еще больше, музыкантов еще больше. Традиционная премия «Тяжело с татарским», причем который год они делают это бесстрашно и вручают IT-парк имени Башира Рамеева и префектуре «Старый город», которые от и до занимаются старо-татарской слободой, в первую очередь, для чего и были созданы. Вводят, мы сейчас, да, вот эти, видим, люди разных возрастов. Понятно, что очень много молодежи, все очень интересно. На самом деле все очень интересно было. И вводят в этом году в новом формате появились выборы раис татарского языка. Возможно, очень сильно так загнули для такого статуса, да, учитывая, что это просто блогеры вроде бы вообще, хотя свою аудиторию имеет интернет-аудиторию, большую аудиторию, может быть, это и востребовано. Там идет рост огромный. Мы видим запрос аудитории, молодежной аудитории на подобные праздники. Я понимаю, что вот это все, наверное, у оперного театра мы у памятника только не очень хотим видеть, да, Искандер Аязович? Ну, или вот этот формат мы можем совместить, да, Дина? Я считаю, что вот мы говорим, что молодежь больше в интернете, но я считаю, что если мы хотим продвигать современную поэзию в целом, то нужно интернет использовать как инструмент. То есть мы понимаем, что сейчас очень много информации везде, и чтобы продвинуть что-либо, нужно продвигать это через пользу. Мы должны показывать молодежи, в чем польза от того, что они читают поэзию, что это здорово, что это полезно, что это их развивает. Поэтому я считаю, что просто нужно также использовать интернет-технологии, современные технологии, и можно также... Что придумали для праздника поэзии? Хорошо, Дина. Что придумали для поэзии? Да, для праздника поэзии около оперного театра, как бы, чего там не хватает? Новые форматы какие-то, интересные молодежи. То есть нужно показывать, что поэзия — это здорово, показывать эстетику книг, когда мы продвигаем мероприятия, показывать какие-то классные картинки людей, которые читают стихи, и что это здорово, и что это новый уровень развития интеллектуального, возможно. Показывать через тренды, превращать это в тренд, вот, через визуал. Запросы понятно, да, и они это прекрасно делают для молодежной аудитории. Вот сейчас нам просто задача как-то достичь энергетического эффекта, объединить эту молодежную площадку. Ну, вы со стареющей площадкой, с поэтическим миром, о котором мы сегодня говорим. Мы сейчас на рекламу прервемся, а потом продолжим.
Конечно, в связи с Днем родного языка нельзя не поговорить о состоянии современного татарского. Искандер Ильич, язык произведений вашего отца называют уникальным, музыкальным, особенным. Татарский у вас сохраняется из поколения в поколение. Вот как сегодня, все-таки, наверное, к Яли вопрос адресую, Искандер Ильич, да? Как сегодня, в принципе, можно оценить язык современных татарских писателей, поэтов, драматургов? Ну вот, все-таки мы говорим о литературном языке, да? И литературный язык имеет, скажем так, многовековую историю, он развивается, да. И если, например, сравнивать язык Гаяза Исхаки или Галимжана Ибрагимова или Габдуллы Тукая с современным языком, то это разные языки. Они один язык, но, в общем-то, отличающиеся. Не случайно, когда мы публикуем, текстологи работают, готовят произведения наших классиков, там очень большое место занимают подстрочники, где дается разъяснение слов, которые были в употреблении в начале 20 века или там, в 19 веке, но нет их в употреблении в современном языке. Я бы все-таки, если мы перешли к вопросу о литературе, да, вот все-таки хотел бы вот остановиться на каком моменте. Литература всегда у нас воспринималась как то, что отражает действительность. Да? То есть действительность первична, а литература ее отражает. Да? Вот. Но, на мой взгляд, такое понимание литературы не совсем правильное. Литература это не то, и поэзия это не только то, что отражает, но и то, что формирует, создает действительность. Вот давайте вспомним начало 20 века. Кто такие были Габдулла Тукай, Галиаскар Камал, Гаяз Исхаки, Фатых Амирхан? Это были писатели, которые формировали новое мышление татар, да, которые выступали за сближение татар с европейской цивилизацией, за интеграцию татар в русский мир. Да, вот. И то, что связано с идеей прогресса, с идеей просвещения, носителями этого были как раз писатели. И теперь, когда мы говорим, вот сейчас есть у нас какой вопрос? А вот современная литература, современная поэзия, она вот несет такую миссию формирования новых смыслов, которые очень важны, принципиально важны для нашей нации сейчас. Или же она сейчас только отражает то, что происходит в современном мире, в современном... А как вы отвечаете сами на этот вопрос? Вот я хочу сказать, что мне представляется, что вот этой миссии создания, формирования новых смыслов в современной нашей литературе не хватает сейчас. Я вот думаю, что есть дефицит новых смыслов, которые востребованы нацией, которые востребованы народом. Каковы эти смыслы? Это другой вопрос, да? Вот. Но мне кажется, есть такая проблема, и мы об этом говорим на многих наших конференциях. Татарское литературное сообщество, как мне кажется, достаточно замкнуто на своем мире, да? На своем мире, на национальном, на татарском мире. Вот. Что было точкой роста, триггером, скажем так, для развития татарской литературы в начале 20 века? Это выход за пределами своего, это коммуникация, это диалог с другим миром. Вот. Мне кажется, Марсель, это... Да. Мы сейчас немножко в другой ситуации. Мы сейчас не должны выходить за пределы татарского мира, иначе мы тогда просто исчезнем. Я не согласен. Но при этой боязни мы тормозим, в принципе, развитие. Но в то же время замыкаться сами себе тоже нельзя. Да. Можно я продолжу? А то Марсель сейчас целую лекцию нам прочитает. Да, я уже увлеклась. Да, понимаете, вот, конечно, язык меняется. Конечно, язык не может стоять на месте. Естественно, язык конца 19-го, начала 20 века. Живой организм, все понятно, да. Это естественный процесс, да? Но вот в то же время сегодня, хотя Марсель вот немножко скептически оценил, так скажем, состояние и татарского языка, и... Нет, не татарского языка. Татарской литературы, ладно. Смотрите, потребность-то все равно есть в хорошем, красивом литературном языке, в обществе она есть, безусловно. Я, опять-таки, со своей колокольни, как Гилязов, скажу, да? Вот, Хорошо.
Вот я замечаю, что есть интерес и потребность в творчестве Аяза Гилязова. Потому что действительно язык Аяза Гилязова, язык, ну, для меня он образцовый. Образцовый литературный язык середины 20 века. Поэтому и в какой-то степени для меня с одной стороны удивительно, а с другой стороны неудивительно, что сегодня есть потребность в знакомстве с произведением Аяза Гилязова. То, что в театре сейчас в театре интересуются его произведениями и пересдают, и это я не понаслышке знаю, что интерес есть большой, и читают. И это здорово, что есть такая потребность. То есть в обществе есть потребность в хорошем, нормальном литературном языке, а не просто в каком-то новоязе. Хотя, безусловно, мы понимаем, что сегодня писать на том языке, которым писали, допустим, в начале 20 века или в середине 20 века, это уже нереально. То есть язык все равно меняется, он гибкий, он должен перестраиваться, он должен приспосабливаться к современным условиям. И в то же время он должен отражать то, что происходит в обществе на самом деле. Наверное, все-таки мне ближе позиция здесь Марселя Эльдаровича в том, что все-таки не совсем отражает, и, возможно, ну вот в конечном итоге, да, я не буду спорить с мастодонтами, с историками, с филологами. А вы были на Минтатар-Шасилеше? Вы слышали, о чем там пели ребята? Какие у них были смыслы? Вот, вы не были. Вот, ну, а я могу сказать, что смыслы там есть. Там есть и боль, и утрата, и есть вера в будущее. И вера. Вообще, на что мы можем опираться, в принципе, вот и в молодежном аудиторном числе, это музыка. Безусловно. Да? Это театр, это музыка, конечно. Что там из какие оазисы родного языка есть, вот как раз в сфере искусства? Какие-то прорывы там есть? О чем можно говорить, Зина Фасиловна? Я не могу сказать, что я знаток. Тут, я думаю, ближе к Динаре будет вопрос, как человек, который в этой сфере. Но я могу сказать, как обыватель, который смотрит это. Я хотел только одну реплику вставить. Вот смотрите, какие нам смыслы нужны. Нам нужны все-таки, я думаю, положительные, позитивные смыслы. Боль, утрата, насколько это позитивные, положительные конечно, смыслы. Конечно, и про родники, и про маму, все есть, но просто в другой интерпретации сегодня. То есть, в отличие от той эстрады, от той эстрады, да? Всегда есть, конечно, разные эстрады и разная публика. Но как человек, который ходит на Минтатар-Шасилеше, я могу сказать, что ребята соответствуют времени. Они делают новый контент, который нравится молодежи, причем молодежи интеллигентный. То есть тоже, можно сказать, молодежь бывает разная. И их слушают, к ним прислушиваются. И как человек, который язык учит и начал учить достаточно поздно, я могу сказать, что ребята тоже растут. Я понимаю, что, может быть, там не всегда получается писать тексты, но при этом они обращаются к профессионалам, которые владеют татарским языком и делают эти тексты красивыми. Они делают настолько красивыми, что я обращаюсь к словарю, чтобы перевести, понять, о чем это речь. И это замечательно. То есть у меня появляется позыв к изучению языка. То есть это тоже самая большая площадка, которая вот может работать как раз-таки современные ребята. В изучении языка самое главное, то есть его сохранение. Хорошо, Динар, вот ты видишь... Могу сказать, что это в принципе правильно, но ведь мы говорим не просто о музыке, мы в данный момент говорили о литературе, о литературном процессе, о судьбе языка в литературе. Хорошо, а музыка, она через что работает? Она работает через слова, мы же не только слушаем, мы и пытаемся смыслы услышать, которые передаются. И пытаемся понять, что мы отражаем или не отражаем, либо замыкаемся и не замыкаемся. И вот отражают и есть, кого можно послушать. Кому слушать сегодня молодым, и почему они выбирают ту площадку, они праздник поэзии, здесь тоже нужно понимать, да, какой выбор они делают, и почему они это делают. Динар, вот и телеграм-каналы, да, у вас ряд проектов, вот про что гуглит Татар-ХЗ, да, и так далее, и так далее. Каким образом рождаются эти новые формы, и кто сегодня, на ваш взгляд, вот та самая аудитория, молодая татарская интеллигенция, и что им еще нужно предлагать, какие запросы у них есть? Не скажу, наверное, за интеллигенцию. Все-таки моя аудитория, она больше такая из народа. Поэтому посты публикуются на такой смеси русского и татарского языков. Это делается для того, чтобы посты понимали и татароязычная молодежь, и русскоязычная молодежь. И я вижу, что есть эффект, потому что очень часто в комментариях русскоязычные ребята пишут: а переведите мне это слово, а переведите мне, чтобы понять всю фразу. То есть через юмор получается вовлечь в изучение. Я понимаю, что филологам это неприятно. Да, филологам, скорее всего, это неприятно, но если мы рассматриваем это как инструмент популяризации, заинтересовать, привлечь, а дальше они уже ищут новый контент. Окей, они зацепились. То есть они могут через вас прийти к литературному
Я думаю, татарскому? что вполне. Потому что иногда я публикую рекламу мероприятий, которые проходят в библиотеке того же Минтатарща Селишем. Специфичный путь к новому литературному татарскому. Согласна, Он может но быть таковы дольше, реалии. может быть, таковы Не реалии. знаю, я скептически. С великой долей риска, наверное, что результат не состоится. Через Но мне- полуязык нельзя прийти к литературному Я хотел бы одну реплику вставить. Вот мне понравилось то, что вы говорите, вы там используете переводы, да, то есть, понимаете, вот когда мы говорим о том, как популяризировать татарскую литературу, то я считаю, мы не должны популяризировать ее только на татарском языке. Вот ведь в чем у нас какая есть проблема. Давайте будем откровенны, многие татары, они, вот татарская молодежь, и не только молодежь, они, к сожалению, не очень хорошо знают родной язык. Да? Вот. И, по-моему, есть очень такой правильный путь доносить до них информацию о татарской литературе, о татарской культуре через переводы. Вот. Вот если мы говорим о проектах литературных, есть такая программа, российская программа поддержки национальных литератур. Это президентская программа, вот, она с 2016 года работает. И в рамках этой программы было издано несколько антологий. Антология поэзии была, литератур народов России, антология детской литературы, антология народной мудрости была, это пословицы, поговорки. Я хотел бы обратить внимание, там огромное количество народов, проживающих, представлено в Российской Федерации, но на каждую литературу 5 поэтов. Да? Вот представьте себе татарскую литературу уместить, современную татарскую поэзию в 5 поэтах, да, это ни о чем. Поэтому вот вы, наверное, знаете, что недавно во время, скажем так, встречи Раисы Республики Татарстан с учеными, гуманитариями, которая состоялась как раз в День родного языка, было принято очень правильное, интересное, нужное решение. Создание антологии татарской поэзии на русском и на татарском и на русском языках. То есть мы должны не замыкать татарскую литературу татарским миром. Мы должны предлагать ее, открывать татарский мир миру широкому. И как можно шире и больше это делать. Здесь, правда, есть проблема перевода, потому что, будем откровенно говорить, вот была хорошая переводческая школа в Советском Союзе, да, она, к сожалению, приказала долго жить, но, очевидно, в этом направлении нужно работать, и я знаю, что какая-то работа ведется. Хорошо. До завершения не так много осталось. Вы тоже были на встрече Раиса, Республика Татарстан, День родного языка. Рустам Минниханов поддержал и вашу идею, в том числе, да, по созданию коллекции, да, татарской. Как это правильно звучало, Дин? Вот если коротко, что же проект и чем он для новых смыслов? Для новых смыслов? Это традиционная культура. Будем верить, что у нас... смыслом через традиционную культуру. Конечно. Без культуры ты никуда. Сколько бы ты ни говорила о языке, но если ты не знаешь своих предков и чем они жили, ты не сможешь развиваться дальше. Нам, надеюсь, удастся осуществить этот проект по созданию каталогов и альбомов по коллекциям из разных музеев, не только нашей страны и Республики Татарстан, но и за ее пределами, где проживали татары. И на основе этого мы сможем создать реконструкцию, реплики костюмных комплексов этнографического периода XIX века и потом рассказывать и показывать, в частности, как на татарском, так и на русском, и на английском языках, и других, чтобы популяризировать нашу культуру на всех языках. Спасибо. Смотрите, как голосуют телезрители сегодня. Очень активно звонят. И вот мне сейчас говорят о том, что первый вариант, да, это день рождения Тукая. Мы знаем, что такое День родного языка. 74%. Нет, не знаю. Так высказались 8%. И 18 говорят, о каком родном языке идет речь. Вот телеаудитория в этой ситуации троллит даже, да, местами вместо интернет-аудитории. Все-таки давайте попробуем в завершении, какие новые смыслы, возможно, вот в этот день родного языка вы открыли для себя, и что нам нужно реализовать, Марсель Эльдарович? Коротко только, пожалуйста, очень емко, без лекции. Для меня все-таки самый главный смысл, что татарский язык – это часть богатой духовной культуры татар, а богатая духовная культура татар через язык интегрируется в мировую цивилизацию. Вот это главный смысл. Спасибо. Динар, для вас новый смысл День родного языка какие? Я считаю, что один из смыслов
опираясь на Минтатар Шилеша, могу сказать, что татарский язык это как новый тренд, который интересен не только самим татарам, но и русскоязычной аудитории, и другим народам тоже. Поэтому нужно с этой точки зрения тоже рассматривать, использовать современные форматы для его популяризации. То есть у молодежной аудитории это пик популярности, интересно, Я да? считаю, что да, сейчас да. Очень приятно просто слышать почти родного языка, да, Дин? Для меня могу сказать, что язык — это не архаика. Это то, что дает нам возможность выражать себя. Но когда мы говорим о языке, без современных технологий никуда. Спасибо, Неля Халитовна. Коротко только очень. Ну, для меня не только язык все-таки является таким важным. Мне кажется, что народная культура татар, которая не изучена сейчас, не освещена. Я вот надеюсь на этот большой альбом, который подготовят по костюму. То есть это тоже очень важно для нас всех знать. Спасибо, Искандер Аевич. Но для меня это самое важное, наверное, это поиск баланса. Баланс между старым и новым, между новыми технологиями и традицией, между молодостью и опытом и так далее, и так далее. То есть мы должны, мне кажется, пробуждая интерес к родному языку, именно найти этот баланс, чтобы это было интересно и молодежи, и взрослым людям, и традиционалистам, консерваторам, и современным, так скажем. То есть везде и всегда. И всегда главное, чтобы сохранялся нормальный баланс между формой и содержанием, и чтобы мы могли проявлять интерес к языку не только среди татар, но и чтобы к языку тянулись и другие, интересовались. Хорошо, спасибо большое всем экспертам, было интересно. Всего доброго, до свидания. Перебрали.